2 золота, столько же серебра и 1 бронза. Таков медальный итог выступлений подопечных Федерации самбо Чувашии на Кубке России. За схватками, проходившими на коврах Акстовской академии спорта, наблюдал мой коллега Вячеслав Ильин. Больше самбо хорошего и разного. Кстовская международная олимпийская академия спорта стала местом проведения розыгрыша Кубка России по национальному виду единоборства. Первыми из великолепной семерки чувашских самбистов в спор за награды вступили представительницы прекрасной половины. В самой легкой категории до 50 килограммов в числе 19 претенденток на призовой подиум спортивные цвета Чувашии защищали сразу 2 воспитанницы столичного клуба самбо «Экра». Мастер спорта страны Татьяна Федорова и кандидат в мастера Софья Эмилюкова. Спортсменки занимаются в группе заслуженного тренера Чувашии Сергея Пегасова. Однако наставник ныне хоть и присутствовал на соревнованиях, но помочь своим подопечным не мог. Как у главного судьи у меня на это времени нету. Им занимается на данный момент Геннадий Александрович. Он как представитель команды, он настраивал. Впрочем, присутствие в зале соревнований наставника необходимый эффект дал. Дуэт чувашских самбисток успешно преодолел предварительный этап, так что финал женской категории до 50 килограммов оказался чувашским. Кубок страны у дебютантки соревнований Софьи Емелюковой. Мне было легче, потому что Таня, она очень много выступала на международных соревнованиях, на Кубке России она тоже боролась, и у нее большой груз ответственности, поэтому мне было легче. Медальную копилку спортивной Чувашии пополнили чувашские самбисты. Серебряный призер прошлогоднего Кубка России Александр Федоров в финале категории до 64 килограммов одолел представителя Ставропольского края Ахмеда Камзатова. Серебро на счету его коллеги Александра Бондарева. Бронза у Станислава Никифорова. Тройка с этих соревнований будет задействована в течение года на Кубках мира и на Кубках Европы. Поэтому тут такой смотр идет для сборной команды, которая будет защищать цвета сборной вот на этих стартах. Ну а чувашской команде можно отдельно сказать, лидеры есть, они и были, на них растет молодое поколение в Чувашии. Подробнее об итогах Кубка России мы расскажем в субботу, 4 декабря, в выпуске спортивных новостей. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.